Гуантанамо для союзников. Простых людей будут отправлять в самую страшную тюрьму в истории. Уже начались медосмотры. Для чего нужен такой отбор? Северная Европа срочно закупает ПВО. Риск атаки слишком велик. Что случилось и в чем или в ком причина спешки? Женщин будут призывать в армию. Где рискуют не справиться с угрозой, мы узнали детали. Экономика получила шанс не упасть, а мир выжить. Судьбоносные переговоры завершились с каким результатом? Трамп показывает свой список звонков, а Дания бьет тревогу. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Срочно почти $1 миллиард на системы ПВО от Франции, Германии и Норвегии. Правительство члена НАТО заявляет, что сделка уже в процессе. Оборона страны срочно нуждается в укреплении. Копенгаген больше не ждет. Дания закупает современные системы противовоздушной обороны короткого радиуса действия. Дании необходимо быстро создать наземную систему противовоздушной обороны, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха. Техника поступит от 3 производителей – немецкой, французской и норвежской компаний, причем часть систем будет арендована, чтобы ускорить развертывание. Первые комплексы разместят в ключевых точках страны уже к 2026 году. Это не единственный шаг Копенгагена. Ранее Дания объявляла, что с 2026 года в армию начнут призывать и женщин. Обязательная служба станет не только мужским делом. Окончательное решение по составу ПВО будет принято позже в этом году, как и о судьбе женщин-призывниц. Но уже сейчас ясно, Дания готовится к реальной угрозе и делает это быстро. Конец войны близок, стороны достигают согласия, пускай даже всего по нескольким пунктам, но тем не менее огромный рывок вперед. Означает ли он, что наступает оттепель? Дональд Трамп и Си Цзиньпинь пошли на сближение, но до мира еще далеко. США и Китай договорились частично снять тарифы и ограничения на редкоземельные металлы, но торговая война пока только сбавила ход, но не остановилась. Министр торговли США не скрывает, у сторон есть ровно 2 месяца до 10 августа, чтобы финализировать сделку. Иначе тарифный ад вернется с около 30 до 145% с американской стороны и с 10 до 125% с китайской. Все началось с того, что Пекин приостановил экспорт минералов и магнитов, используемых в электромобилях, чипах и оборонке. США ответили зеркально, удар по софту, химикатам и авиации. Удар оказался слишком болезненным и для Китая, и для глобальных цепочек поставок. Теперь перемирие, но правда хрупкое. По словам аналитиков, серьезные разногласия никуда не делись. Модель китайской экономики, субсидии, контроль госкомпаний – все это остается точками конфликта. Трамп требует полного контроля, Китай – пространство для маневра. Мы достигли рамочного соглашения по реализации Женевского консенсуса и итогов разговора между 2 президентами. Идея в том, что мы вернемся и обсудим это с президентом Трампом, чтобы убедиться, что он одобряет. Они, в свою очередь, поговорят с председателем Си и также получат его согласие. Если обе стороны утвердят, тогда мы начнем реализовывать это соглашение. На этом фоне Всемирный банк уже снизил прогноз глобального роста. Слишком велик риск новой эскалации. Инвесторы в напряжении, рынки немного ожили, но доверие к сделке на минимуме. Дьявол кроется в деталях, но отсутствие реакции говорит о том, что такого исхода и ожидали. Детали действительно важны, особенно в отношении объемов поставок редкоземельных металлов в США и степени свободы для продажи на восток американских чипов. Но пока заголовки о переговорах между сторонами остаются конструктивными, риски сохраняются на том же уровне. Пока США и Китай жмут руки, держат кулаки за спиной. Если до августа не договорятся, начнется новая фаза торговой войны, и она может быть куда разрушительней первой.
Скандальный план Белого дома, тысячи иностранцев в Гуантанамо, без уведомления стран, в том числе украинцы и другие европейцы, даже партнеры по НАТО. Такого мир еще не видел. Администрация Дональда Трампа готовится превратить печально известную тюрьму на базе Гуантанамо на Кубе в гигантский лагерь для мигрантов. Речь не о десятках или сотнях. Американские власти собираются тайно отправить туда тысячи иностранцев. Это граждане Украины, Великобритании, Франции, Италии и других европейских стран. И все это без согласования с их правительствами. Об этом узнали журналисты The Washington Post, ссылаясь на утечку документов и разговоры с высокопоставленными чиновниками. По их данным, уже с этой недели США начнут массовую депортацию, правда, не домой, а на Кубу, где находится одиозный лагерь, ставший символом пыток, унижений и нарушений прав человека после терактов 11 сентября. Внутри администрации Трампа это преподносят как временное размещение, но из документов, с которыми ознакомились журналисты, следует, что люди могут оставаться там на неопределенный срок. Более того, 9 тысяч мигрантов уже прошли медосмотры, чтобы власти могли отобрать тех, кто здоров для переселения. Это неофициальный отбор в американский Гуантанамо без суда, без адвокатов и без возможности его обжаловать. В Лос-Анджелесе официально был введен комендантский час, правда, он уже закончился, с 20:00 10 июня до 6 утра 11. Город больше не справляется, по словам мэра Карен Басс, мера нужна для сдерживания волны мародерства и вандализма. Только за последние сутки не меньше 23 ограбленных магазинов, повреждены десятки объектов городской инфраструктуры. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что город Лос-Анджелес занимает огромную площадь – 502 квадратных мили. Площадь центра города, где будет действовать комендантский час, составляет 1 квадратную милю. Я считаю важным подчеркнуть это не для того, чтобы преуменьшить вандализм и насилие, которые имели место там. Они были значительными, но чрезвычайно важно понимать, что то, что происходит на 1 квадратной миле, не затрагивает весь город. Федеральный суд накануне отказался немедленно удовлетворить требования губернатора Калифорнии запретить Трампу направлять военных в штат. Белому дому дали дополнительное время для ответа, а улицы тем временем продолжают пылать. И тут новое заявление от Трампа. Он публикует скриншоты звонков губернатору и заявляет, что всерьез рассматривает применение закона о мятеже 1807 года, который позволит использовать армию внутри страны без согласия местных властей. Я имею в виду, я мог бы сказать вам, что в некоторых районах Лос-Анджелеса происходило то, что можно было бы назвать восстанием. Это было ужасно, но это были наемные бунтовщики, это были наемные смутьяны. Они получают деньги, и если вы посмотрите, где они появляются и что они делают, они бьют по бордюрам, ломают его и передают другим большие куски гранита. В некоторых случаях это гранит и бетон. А губернатор Калифорнии задвигает очень важную речь, одно из самых важных выступлений губернатора в опале. Федеральные агенты провели крупномасштабные рейды на рабочих местах в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Эти рейды продолжаются. Калифорния не новичок в вопросах иммиграционного контроля, но вместо того, чтобы сосредоточиться на нелегальных иммигрантах с серьезными уголовными преступлениями и лицах, в отношении которых вынесено решение о депортации, что является стратегией, которую обе партии поддерживают уже давно. Нынешняя администрация проводит массовые депортации без разбора. Америка балансирует на грани внутреннего конфликта, и следующая ночь может стать поворотной. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Есть еще порох в пороховницах, но не в Тамбове. Там после минувшей ночи его уже намного меньше. Неизвестные, но добрые дроны атаковали важнейшее предприятие российской оборонки. В Котовске, Тамбовской области, ночью прогремело около 10 взрывов. Российские паблики пишут, что это работа ПВО. Система якобы сбивает ударные беспилотники, которые пытались атаковать Тамбовский пороховой завод. Предприятие – один из ключевых объектов оборонной промышленности России. Завод производит более 200 видов
боеприпасов. От пороха для стрелкового оружия и гранат до зарядов для артиллерии и минометов. Он входит в структуру Ростеха и играет важную роль в обеспечении российской армии. И это уже не первый удар. Объект атаковали дроны в ноябре 23-го, в июле 24-го и январе 2025 года. Судя по всему, предприятие системно находится под прицелом, а ПВО работает с какой-то, другой мотивацией, пока горят российские тылы. Где ПВО-то, с***? Какого в натуре? Чё ПВО не стреляет, блядь? Ой! Привычка Лукашенко стараться усидеть на двух стульях прогрессирует и перерастает в необходимость увеличивать количество кресел. Теперь во время визита к белорусским киношникам он попросил еще одно кресло. Бывая когда-то здесь, мне киношники говорили: вот, Александр, если бы вы приходили к нам на просмотр фильма, приглашайте, если есть на что посмотреть. Я с удовольствием приду, у вас же кинозал здесь, кресло мне какое-нибудь найдете, я с вами, с артистами, с удовольствием посмотрю фильм, обсудим его. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.